О летчиках написано много книг и сняты десятки фильмов. С фотографий глядят на нас мужественные люди, советские летчики времен Великой Отечественной, асы и кумиры, словно ангелы, прикрывавшие своими крыльями наши войска. Командир эскадрильи штурмовых бомбардировщиков майор Даша Акаев. 1944 год. Прорыв ленинградской блокады. Глоток свежего воздуха для жителей города. Но словно смертоносный кулак, занесенный над измученным Ленинградом, зловещий, неприступный немецкий аэродром близ эстонского города Раквере. В любую минуту он мог стереть город с лица земли и намертво закрыть советским войскам выход на запад. Чтобы разгромить аэродром, одной отваги было мало. Там находились не желторотые юнцы, а признанные асы Люфтваффе, опытные и беспощадные. Победить их можно было только ценой своей жизни. И это понимал Даша Акаев и его товарищи. Они знали, что не вернутся назад, и что это будет их последний бой. 26 февраля 1944 года майор Акаев повел своих «Соколов» на последнее задание. Всего 10 минут было у них, чтобы успеть переиграть противника и отбомбиться до того, как фашисты поднимутся в воздух. Единственная возможность уничтожить аэродром – зайти с моря, со стороны Финского залива. И летчики сделали это. В неравном воздушном бою неприступный аэродром был уничтожен. И в последний момент Даша Акаев направил свой горящий самолет на укрепление врага. Ночью накануне вылета подчиненные слышали, как их бесстрашный командир майор Акаев, который хладнокровно шел в любое воздушное сражение, плачет. Но не страх перед завтрашним боем был тому причиной. Эта причина стала ясна позже – депортация, о которой Даша Акаев уже знал. 1944 год. Трагическая страница в истории чеченского народа. 23 февраля страшная беда обрушилась на их дома с той стороны, откуда ее совсем не ждали. Эта беда не щадила никого, ни стариков, ни женщин, ни детей. Целый народ был обвинен в предательстве Родины и приговорен к выселению с родной земли в сухие казахстанские степи. Для оправдания депортации в ход было пущено испытанное оружие – клевета. Был создан миф о том, будто чеченцы не только поддержали в годы войны фашистскую Германию, но даже собирались преподнести Гитлеру белого скакуна под золотым седлом. Эта легенда, рожденная сталинской пропагандой, еще долго отравляла жизнь людей. Миф о поддержке фашистов опровергнуть очень легко. Дело в том, что на территории Чечен-Ингушетии никогда не ступала нога немецкого солдата. Продвижение фашистов было остановлено под Моздоком. Но на фронтах воинов-чеченцев стали лишать званий и наград. Их отправляли в тыл для разбирательства, откуда многие не возвращались. И один лишь вопрос мучил героев войны – почему? Кто виноват? Кто-то винил во всем государственную систему, кто-то считал, что это всего лишь нелепая трагическая ошибка. Но даже эта беда не смогла уничтожить ни честь и ни достоинство чеченцев. И подвиг Даши Акаева был ответом на все вопросы и сомнения. Он остался верен своей стране и воинскому долгу, как и остальные герои-чеченцы. «10 минут». Для киношного героя мгновение, для жизни вечность. Я часто думал, кем были для него, чеченца, эти жители измученного блокадой Ленинграда. Что двигало им и его боевыми товарищами
когда они шли на верную смерть? Вы знаете, я, кажется, знаю ответ. Это любовь. Любовь к людям и к своей родине. Ведь они подарили пережившим страшную блокаду миллионам людей фактически второе рождение ценой своей жизни. Размышляя над этим, я не смог остаться равнодушным. Я написал песню, которая называется «1000 лет», потому что такие подвиги достойны того, чтобы народ их помнил тысячелетиями и хранил.